Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим, почему он выбрал именно вас, зачем вы ему. Всю правду узнаем. Если не боитесь узнать правду, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой у вас мужчина-безобразник вышел? Вот он вопрос между вами. Вот он и вопрос. С вашей стороны Луна, с его стороны безобразие происходит. Девочки, почему он выбрал вас? А он и сам не знает, почему он выбрал вас. Вы такая необычная, непривычная. Вы на фоне других женщин очень знатно отличаетесь. И если его конкретно спрашивать, ну что конкретно, он скажет, я не знаю. Я не знаю, меня потянуло. Меня потянуло, это какое-то вот звериное вот такое влечение, и я с собой ничего поделать не могу. Я, говорит, головой понимаю, что разные женщины есть, разные абсолютно. Но вот кроме нее вот не нужен никто. Вот к другим в сердце пустота, а на нее сердце ёкает. Причем она ёкнула с первого раза, с первой встречи, с первого взгляда. И вот так каждый раз и ёкает. Видит вас и прям, оп, и дыхание сперло. Не видит вас, тоскует, скучает. Прям, знаете, ходит сам не свой, как в воду опущенный. Вот есть что-то. Притянули вы его, притянули. И что интересно, я ведь вижу, что и он вас притянул. И он вас притянул, да. Но у вас больше как-то, знаете, рационального, и вы пытаетесь найти ответ. А что это за чувства такие? Откуда они? Сверху, снизу, справа, слева? Да? Что это? О чем эти чувства? В благости это, либо в наказании? Если это любовь, то почему она такая болезненная? Если он меня любит, то почему так себя ведет? Либо почему я не чувствую себя абсолютно счастливой? Да? У вас пытливый ум, вы ковыряетесь, вы пытаетесь разобраться, вы пытаетесь порядок навести, хотя бы вот ощущать, да? Понимать, ощущать, что происходит. Между вами, кстати, вот этот вопрос, он так и стоит. Но стоит он больше с вашей стороны, чем с его. Он не заморачивается. Вот меня тянет и все, сердце ёкает и все, что мне еще надо? Зачем мне нужно разбираться, что, почему? Да, вот как-то он проще относится. А вы нет, вы такая скрупулезная, вам надо вот четко знать, все точки над «и» расставить. Это прям обязательно вам надо. Давайте я сразу на картах, наверное, гляну, почему он выбрал вас. Потому что он не знает, почему он выбрал вас. Вот говорит, тянет и сердце ёкает. Вот что я могу сделать? Другие женщины неинтересные. Неинтересные. Вот пустые они для меня. Знаете, есть сосуд наполненный, а есть пустой. И то сосуд. Вот. Тянет к вам. Почему он выбрал вас? Господи, цветочек вы его аленький. Судьба. Но это из скрытого. Почему он выбрал вас? А потому что вы какая-то вот уникальная, красивая, прекрасная, с вами весна на сердце. С вами даже в лютый мороз тепло. Ради вас хочется что-то делать, добиваться, какие-то свершения. Вот прям хочется, тянет мужчину на это. Плюс он еще заметил, что с вашим появлением в его жизни произошли какие-то качественные изменения в лучшую сторону. Он стал более фартовый. Ему, знаете, как там и люди начали улыбаться, и дела пошли потихонечку в гору. Вот он, да, он это связывает. Два этих события он связывает. Встречу, знакомство с вами и то, как
улучшилась его жизнь. И вообще он в вашем присутствии себя чувствует абсолютно комфортно и счастливо. Вот, чтобы вы для себя понимали. С вами и только с вами он может по-настоящему расслабиться, быть самим собой. Не носить какие-то маски, не пытаться угодить. Да? Он может быть сам собой, он знает, что вы его принимаете таким, как он есть, что вы его не осуждаете, что вы его не критикуете, да? Не ищете на нем изъянов. Он это знает, он это чувствует. С вами он и душой, и телом расслабляется. Только с вами. Даже со своей мамой у него не было таких ощущений. Хотя мама, я так понимаю, что он очень любит. Да? Вот мама даже такие ощущения не давала. Плюс по косе у многих из вас отыграется, как я сказала, да, что жизнь у него начала меняться, а у других отыграются страсти. Страсти, которых раньше он не испытывал. Возможно, даже сам акт интимной близости для него это было что-то, как, знаете, ну типа удовлетворю свои желания. И все. А вот с вами не только физически он близок, но и душевно. А когда это еще и, знаете, один на один накладывается, просто безумные какие-то ощущения. У многих из вас отыграется, что он ни одну из женщин так сильно не желал, как желает вас. Вот эта химия между вами, да, она настолько вот яркая, настолько ваши феромоны друг на друга действуют, что это просто вот отрыв башки называется, да, по-другому и не скажешь. Ну, так интересно у вас, да, тут все завязывается. На конце колоды у меня крест. То есть это говорит, что эти отношения, это встреча, это знакомство, это все вам было по судьбе. И ему, и вам. То есть судьбоносная. Хорошо, давайте посмотрим, зачем он вам. Вообще, что у вас тут за вопросы к нему, такие претензии, что вы никак не можете для себя понять. Зачем он вам? Зачем он вам? Ну, видите, у вас немножко по-другому все идет. Он вам идет к подаркам. Вот по солнцу подарок он вам идет. Мужчина, который может повлиять и поменять вашу жизнь. Либо благодаря этому мужчине вы можете многого добиться, либо многое получить. Но опять же, девочки, вы все разные. Вы все разные. В целом этот мужчина должен раскрыть вас как женщину. У кого-то отыграется, что благодаря этому мужчине вы станете той, кем вас задумала Вселенная, природа задумала. А у кого-то отыграется, что вы благодаря этому мужчине, может быть, там чем-то заниматься начнете, учиться, развиваться. Кто-то в бизнес пойдет, кто-то пойдет, может быть, в какую-то свою там хотелку, увлечение, а кто-то учиться пойдет. Да? Понятно, что благодаря ему в вашей жизни идет развитие и очищение, и изменение и качества, и уровня, и возможностей. То есть подарок. Он вам идет подарком. Видите, вы ему счастливый случай, а он вам подарок. Ну, такая ситуация между вами. Девочки, что бы этот мужчина с вами ни делал, но вы очень поменяетесь в лучшую сторону, в полезную сторону, в эффективную сторону вы поменяетесь благодаря ему. Так, что еще вы должны знать? Почему он выбрал вас? Во-первых, вы ему кого-то напоминаете. Очень кого-то напоминаете. Может быть, напоминаете кого-то из родственниц. Может быть, напоминаете какую-то там детскую влюбленность. Это неплохо, девочки, это неплохо. Это делает вас прям такой родной-родной. Вот хорошо знакомой и родной. Может быть, там у него не получилось, не сложилось, а вот с вами все ладушки. Либо, например, как я сказала, да, он очень любит свою маму. Может быть, мама не уделяла ему достаточно времени. Может быть, мама занималась собой. Может быть, мама там пахала в 3 смены, да, ей было не до ребенка. Вот. А вы вот прям рядом. А вы вот всегда готовы его и выслушать, и с ним посидеть, там, не знаю, за руку подержать, и обнять, и поцеловать. Понимаете, вот это еще родство идет между вами. Родство. Он вас воспринимает как свою родную. Вот родная. Она моя родная. Так, почему он еще выбрал вас? Вот у кого-то из вас отыграется, что он на вас как поспорил.
Я понимаю, что прозвучит обидно, но вы должны про это знать. Это не у всех, это у пару девочек так отыграется. Возможно, он со своим другом был, либо в кругу каких-то мужиков. Вот они вас увидели, и ему там сказали: да ты что, она на тебя не обратит внимания, ты посмотри на себя, посмотри на нее. Может быть, у вас репутация снежной королевы, понимаете? Каждый же по-своему отыграется. И вот он говорит: нет, я добьюсь ее, да? Вот она будет моей. И вот он прям это сделал. Даже, получается, не он выбрал вас, а само провидение на вас указало. Да, опять же подтверждается тот крест, который мы видели на конце колоды. Провидение указало именно на вас. Так, зачем ему вы? Ну, это вопрос риторический, и если говорить в целом, то для того, чтобы быть счастливым. А вот зачем он вам, вот этот серьезный вопрос. Потому что пока в сегодняшнем дне я только вижу переживание и головную боль из-за этого мужчины. Настолько он вас так иногда бесит. Нет, вы, конечно, его любите. Но он так себя иногда ведет, что у вас от этого реально мигрень начинается. И переживание, у кого-то даже нервный тик от его поведения, от его отношений. Вы понять его не можете. Вроде как да, отношения, вроде как да, мы любим друг друга. Но ведет себя просто безобразно. Такие абсурдные поступки совершает. Либо какие-то слова говорит, которые вас действительно цепляют, за живое цепляют. Надо с вами вот разобраться. То ли вы какие-то обиды ему не можете отпустить, простить, то ли вас кто-то до него обидел, и вы теперь, знаете, вот это лекало прошлой обиды на этого мужчину примеряете. Да? Вы не хотите повтора, вы не хотите те же вилы в боке, да, либо грабли в лоб. И вы прям примеряете, вы так к нему присматриваетесь, и вот никак определиться не можете, хороший он или плохой. Как полюбит, либо погубит. Да, обидит, не обидит. Вот постоянно у вас такие мысли насчет этого человека. То ли он перед вами не до конца раскрылся, то ли ваши эти глубинные страхи, переживания настолько сильные, что не позволяют вам расслабиться и получать удовольствие в этих отношениях. А он четко видит, что вы ему даны для счастья, что вы, именно с вами он будет счастливым. Мало того, он еще и уверен, что вас он делает счастливой. Ну, по крайней мере, он старается. Он старается, чтобы вы были счастливы. Вас он видит такой хрупкой девочкой, которую нужно защищать, оберегать. У кого-то отыграется даже, что вот надо вас вести по жизни и подсказывать. Так может отыграться. Хотя я вижу, что вы с этим не согласитесь. Скажете: тоже мне нашел хрупкую девочку, да, либо там слабенькую. Но вот это в его воображении. Но вот на его взгляд все очень удачно случилось между вами. С одной стороны, да, я встретил ту самую, с кем я прям кайфую. А с другой стороны, я ей нужен. Вот я ей нужен, она может быть там неуверенная в себе, она там нерешительная, она там пугливая. А вот я типа сильный такой мачо-мен, все могу. И защищу, и подскажу, и вот что-то на себя возьму. Мне вот не нравится с его стороны присутствие какого-то конкретного человека. Только я не могу понять четко, это мужчина либо женщина. Этот человек на вашего мужчину оказывает колоссальное влияние. И постоянно, вот знаете, под ногами крутится. И лезет, и лезет, и лезет. И очень сильно этого вашего загаданного мужчины с пути истинного сбивает. Либо какие-то абсурдные мысли ему в голову вкладывает. Вот это мне не нравится. И с этим, девочки, надо что-то делать, надо как-то бороться, от этого обязательно надо уходить. И если вы хотите построить полноценные счастливые отношения, то нужно избавиться от этого третьего лишнего, либо от этой третьей лишней. Это лично конкретно ваша задача, и это тот, знаете, как блок, который лежит на пути к вашему счастью. Я понимаю, что вы сейчас не испытали приток счастья, услышав эту информацию, но тем не менее подсказка вам дана. Подсказка вам дана. Подумайте, что вы можете сделать, подумайте, как вы можете вырвать вашего мужчину из цепких лап вот этого персонажа.
Потому что до хорошего не дойдет. Если вот будет продолжаться это сильное влияние, могут быть всякие проблемы, всякого рода проблемы. Так, еще по поводу этого мужчины я хочу вам сказать следующую вещь. Этот мужчина в сегодняшнем дне, он на коне. Но конь под ним какой-то прям маленький. Знаете, не конь, а пони. Пони, мини-лошадь. У мужчины очень хороший потенциал, но у мужчины нет конкретных целей. Либо он, ну такой, знаете, ищет ежесекундную выгоду. Вот если я что-то заработал, вот пошел там, прокутил, провеселился, там подарок купил, и все. Да? Он не думает о будущем, вот глобальном будущем, что нужно дом построить, там, квартиру приобрести. Да? Он об этом не думает. Вот. А девчонки, при вашей умелой мотивации, стимулирования этого мужчины, мужчина может очень конкретно вырасти. Вот конь, этот пони под ним, увеличится минимум в 5 раз. Да, это не случится в один день, и да, возможно, уйдет несколько лет, но это очень радужная перспектива. Если вы его не оставите, если вы в него поверите, если вы ему поможете, то он очень многого добьется. И поверьте, он всегда будет помнить, кто ему помог. Кто ему помог. Кстати, очень высоко оценивает ваш интеллект. Он уже столкнулся, когда вы вот в чем-то были правы, либо что-то смогли ему доказать. Вот он и с этим столкнулся, уже другими глазами на вас смотрит. Так, что касается ваших переживаний, вдруг мужчина никудышний, да, вдруг опять будут те же грабли, те же вилы. На самом деле не будут. Этот мужчина, да, он безобразник, он такой, знаете, своевольный, своенравный, характерный, но при этом он совестливый человек, совестливый и благородный. Вот не станет он вас обижать, не станет он открыто против вас какое-то зло делать, да и закрыто не станет. Вот. У него другой подход, у него, знаете, как уйти, убежать, спрятаться. Да, вот не будет разговаривать, не будет выяснять отношения, просто пропадет на некоторое время. Потом, как говорится, остынет, появится. Вот он такой типаж. Поэтому прям обижать вас он не будет. Единственное, что он может сделать, как я уже сказала, это просто взять и пропасть из вашей жизни. Здесь между вами в будущем стоит человек, который вас соединяет. Соединяет, объединяет, он держит вашу руку, он держит руку этого мужчины, и он пытается вас вот просто объединить. А это говорит о том, что ваши отношения, они будут развиваться. И у одних отыграется, что это человек, который вас объединяет, это этот служащий ЗАГСа, да, кто-то пойдет венчаться, да, и это будет там пастор, либо этот как священнослужитель, как они там называются, служитель культа, вот. Служитель культа. Вот. А у кого-то отыграется, что это какой-то конкретный человек в виде, например, ребенка, да? Ребенка, беременность, который вас вот именно соединит и объединит. Именно в будущем вас ждет объединение. Пока вы будете тут купаться просто в своих сомнениях, переживаниях, тут мужчина будет тоже пытаться как-то вас расслабить, как поверь, я нормальный, адекватный. Еще какое-то время пройдет. Но потом вас, видите, соединят, объединят. И я вижу, что вы будете вместе. А если вот венец посмотреть, то у вас там прям такой, знаете, дракончик образовался. Знаете, как вместе вы добьетесь каких-то высот. Вместе вы добьетесь какого-то успеха. Может быть, это будет общий успех, а может быть, у вас свой, у него свой. И так может отыграться. Давайте посмотрим на ваше совместное будущее. На ваше будущее. Что ждет вас в будущем? Ну вот я же сказала. А вот и ребенок. Видите? Так. Ну вот эти трудности,
вот эти мытарства, которые вы сейчас испытываете, сомнения, мытарства, опять же, у мужчины там какие-то свои заморочки могут быть, вы их пройдете однозначно. Понадобится, вот как я сказала, да, какое-то определенное время. Все это уйдет. Здесь, кстати, еще какая-то ревность присутствует, то ли с вашей стороны, то ли с его стороны. Значит, время лечит и успокаивает. Пройдет время, все у вас наладится. Любовь ваша усилится, окрепнет, и вот он ваш союз. Счастливый брачный союз. И еще раз говорю, не исключено, что этот брачный союз будет подкреплен именно с религиозной точки зрения. Но вы все тоже разные, да, каждый исповедует свою религию. То есть это как союз перед Создателем. То есть на это еще пойдете. Ну, видите, с вами любовь, морковь, кольцо. Все хорошо, мои девочки. Не надо так сильно заморачиваться. Я понимаю, что ваше прошлое вас этому научило, но с этим мужчиной не так будет. Либо с этим мужчиной все будет по-другому. Позвольте себе хоть раз почувствовать себя женщиной. Вот. Не амазонкой, не женщиной, которая должна все делать сама, да, такой сильной женщиной. Просто женщиной, обычной земной женщиной. И пусть этот мужчина вас добивается, пусть он за вами ухаживает, и пусть он сам принимает решения. Не вы его, например, там, как ждете, да, когда же ты сделаешь мне предложение, да, где же ты есть, когда ты мне позвонишь. А вы живите своей жизнью, развивайтесь, а он пусть все делает сам. Ну, а вы, конечно, не забывайте его мотивировать в плане вот заработка, карьеры и возможностей. Я вас в будущем вижу как очень успешную, состоятельную, счастливую семью. И как хотите. Неважно, сколько вам лет, неважно, что у вас там за плечами, какое прошлое у вас за плечами. Вот будущее я ваше прекрасно вижу. Это союз, и это успех, и это благосостояние. Это то, что будет. Вы зашли на мою цыпку, чтобы получить эту информацию, чтобы получить подтверждение того, что вы сами про этого мужчину чувствуете. Вот так вот. На этом у меня все. Берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока.